правила и знаки дорожного движения. Изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого дозорными дорог. Интересно, сколько же всего ворон? 1, 2, 3, 4, снова 3. Ой! Ох, совсем я забыла. Мне же в музыкальную школу надо. Скоро первое занятие начнется. Опаздываю. Надо попробовать срезать дорогу. Вот те раз. А как же перейти через дорогу? Ну ладно, вроде автомобилей пока нет. Перебегу быстренько через дорогу. Алсу, ну как ты могла так нарушить правила безопасного перехода через дорогу? Переходить дорогу безопасно можно только по пешеходным переходам. И сначала определить, какой это пешеходный переход. Бывают регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Если на пешеходном переходе есть пешеходный светофор с двумя сигналами, красным и зеленым, то этот пешеходный переход регулируемый. Если пешеходного светофора нет, то этот пешеходный переход нерегулируемый. Если светофоров нет, значит, нужно переходить дорогу по пешеходному переходу, обозначенному разметкой «Зебра» и дорожными знаками «Пешеходный переход». Только убедившись, что все автомобили остановились и пропускают пешеходов. Хотя пешеходы и имеют преимущество перед автомобилями, им нужно быть очень внимательными и осторожными при переходе через дорогу. Но запомни, что самые безопасные – это надземные и подземные пешеходные переходы. Но главная твоя ошибка, Алсу, что у тебя не проработаны безопасные маршруты следования от твоего дома до музыкальной школы. Да, и вообще безопасные маршруты следования должны быть определены до всех мест, куда тебе нужно добраться. И до школы, и обратно до дома творчества и до магазина. Сначала нужно потренироваться, то есть пройти нужные пути следования вместе с родителями. И с ними обсудить правила поведения при переходе дорог на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Чтобы не получилось так, как сегодня. Я все поняла. Надо ходить только по безопасным и знакомым маршрутам следования. Куда бы ты ни шел, из пункта А в пункт Б, проложенный маршрут поможет друг тебе. И возвращаясь позже из пункта Б в пункт А, проложенный маршрут порадует тебя. Маршрут твой безопасный, ответственный урок. Запомни, чему учат дозорные дорог.